Я приветствую всех зрителей нашего канала. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и мы продолжаем наш эфир. И в этом часе мы будем говорить об актуальной для Крыма теме вступительной кампании крымчан, абитуриентов из оккупированного Крыма на материк. Вот как идет эта кампания, какие плюсы, какие минусы, есть ли какие-то уже результаты, как, собственно, работают центры Крым-Украина, работают ли льготы, которые предоставлены абитуриентам из Крыма, интересны ли они крымским выпускникам. Вот обо всем этом мы будем говорить с нашими экспертами. И сейчас с нами на связи должен быть Олег Охредько, аналитик Центра общественного образования Альменда. Вот как подсказывают мне сейчас режиссеры, он буквально через несколько минут появится с нами на связи. А я напомню, что в Украине уже несколько лет действует программа упрощенного поступления крымских абитуриентов в украинские материковые вузы. Действуют образовательные центры «Крым-Украина», куда можно обращаться из оккупированного Крыма. Там помогут оформить необходимые документы, подскажут, в какие вузы можно обращаться, нужно ли сдавать какие-то экзамены для поступления, какие, собственно, вузы готовы принимать абитуриентов по упрощенной системе, что, собственно, значит эта упрощенная система, нужно ли дополнительные какие-то сдавать экзамены, потому что сама по себе упрощенная процедура подразумевает освобождение от внешнего независимого оценивания. То есть абитуриентам из Крыма не обязательно сдавать экзамены, которые сдают все украинские выпускники для поступления в вуза, но вот определенные экзамены, такие как украинский язык и литература, они необходимы. Вот об этом мы сейчас будем говорить с Олегом Охредько, он с нами на связи. Добрый день, приветствую вас. Добрый день. Расскажите, как идет вступительная кампания, какие уже этапы пройдены, что еще впереди, есть ли желающие абитуриенты из оккупированного Крыма? Какие новшества в этом году? Ну, сразу хочу сказать, что вы допустили небольшую ошибку. Да, когда сказали, что крымчане должны вступать без ЗНО, без СНО. Вы правильно сказали, но крымчане сдают 3 экзамена. То же самое и сдают все остальные. Это украинский язык, история Украины и профильный экзамен. Поэтому здесь ситуация та же самая. Крымчане тоже вступают, сдавая вступительные экзамены, как и остальные украинцы, в разных формах. Кто-то сдает ЗНО, кто-то сдает вступительный экзамен. Что касаемо самой новшеств, которые происходят, это то, что количество образовательных центров существенно увеличилось. Не так, как обещали власти, что в любой вуз можно вступить, а только в 214 высших учебных заведений могут крымчане вступить. И то это огромное количество, которое уже есть. Прошел первый этап вступительной кампании, который завершился 20 числа, и сейчас подводятся определенные итоги. Можно сказать о том, что в ряд вузов, во многие вузы вступают крымчане. Например, во Львовскую политехнику вступило где-то около 17-18 человек. В Херсонский аграрный университет вступило там более 10 человек. Почему сейчас нет конкретных цифр? Потому что крымчане могут вступать по квоте 2, это всего 10%. Очень часто это всего-навсего одно бюджетное место. Но есть такой вариант о том, что они вступают на коммерцию, и потом пересматривается количество бюджетных мест, и крымчане могут опять поступить на бюджетное место, оставшиеся от квоты 2 с других вузов, с других, можно сказать, факультетов. Поэтому сейчас идет подсчет, который происходит.
Ситуация в этом году тоже довольно-таки была сложная, слабая информационная кампания. Спасибо вашему телеканалу, который продолжает работать. Единственная проблема о том, что информационная кампания начинает взрывным таким этапом летом, во время вступительной кампании. Ну а где же осень, где же зима, весна? Вот тогда необходимо было вступать. Кроме этого, свою определенную такой нюанс внес ковид, и вот сейчас вот опять 5 числа начинаются изменения. То же самое о том, что было, как крымчанам было добираться, сложно, проблемы, которые существовали. Но вместе с тем очень многие проходят. Хотелось бы поблагодарить многие вузы, которые действительно идут навстречу крымчанам, помогают. Недавно буквально мы брали интервью у сестры вступника из Крыма, которая высловила громадное спасибо Львовскому политехническому университету за помощь, которая есть. Шикарная информационная кампания, которая в Херсонском аграрном университете, которая действительно заполонила. Вот если бы все так работали, так и происходило. И еще один нюанс, который есть. Вступительная кампания не закончилась. Она продолжается до 20 сентября. То есть крымчане могут еще сейчас ехать, вступать до украинских вышев, сдавая 3 экзамена. Это украинская язык, история Украины и профильный экзамен. Украина всех вас ждет. Давайте поподробнее, чтобы было понятнее. Могут ехать поступать. Вот, да. И что это значит? Куда ехать? Что для этого нужно? Значит, для этого необходимо сначала выбрать вуз, куда вы хотите вступить. Ну, специальность, само собой. Зайти на сайт Министерства образования или зайти на сайт общественных организаций. Например, на нашем сайте расположен список образовательных центров Крым-Украина. Вы берете контакты, звоните туда, ну, желательно, можно сказать, и договариваетесь, когда вы приедете. После этого вы приезжаете и сдаете 3 экзамена. В вузе? 2 сдаются в школе, который прикреплен к вузе, это в виде ТПА, украинский язык и история Украины, и вы получаете аттестат, вот сейчас называется свидетельство. А второй профильный. Вот 3 эти экзамена как раз и составляют вот эти необходимые для поступления. И до 20 числа, до 20 сентября вы можете еще вступить в украинские. Для этого же нужны какие-то документы, а ведь у многих абитуриентов уже нет украинских образцов документов. Вот как им быть с этим? Необходим в основном, то есть документ, который подтверждает, что ребенок из Крыма. Чаще всего это паспорт, ну, IT-карточка сейчас. У большинства крымчан она есть. Или же свидетельство о рождении, о том, что проживали. И какие-либо документы, которые подтверждают, что ребенок из Крыма. Это могут быть даже ксерокопии паспортов родителей, выписки из домовых книг. Ну, то есть очень многие документы, которые подтверждают. Все. Больше никаких документов не надо. Ну, у нынешних абитуриентов еще есть свидетельство украинского, о рождении украинского образца. Да. Но ведь кроме этого у них может быть не быть никаких других украинских документов. Этого достаточно? Да, то есть, этого достаточно. А как доказать, что он все-таки закончил школу? Вы можете взять, опять же, можно сказать, российский аттестат для того, чтобы показать о том, что вы из Крыма. Выписку из домовой книги, ксерокопию паспорта родителей, где прописка стоит. То есть любой документ, который подтверждает о том, что ребенок находится в Крыму и родился в Крыму. Ну, в свидетельстве обычно там прописано, который есть. Единственное, на что обратить внимание, о том, что если есть справка ВПО, то она должна быть только с января этого года. Почему? Потому что в соответствии с приказом 271 вот этот спрощенный вариант только для детей, которые в этом году закончили или заканчивают школу. Ну, смотрите, а если у ребенка есть справка переселенца, полученная ранее, там, 4-5 лет назад, а вот он в этом году только закончил школу и поступает. Это действует? Ну, это уже необходимо, да, решать вопрос непосредственно с каждым из образовательных центров. Ну, такой, можно сказать, совет: не показывайте эту справку. Угу. И все. То есть нужна крымская регистрация, и этого достаточно для того, чтобы воспользоваться льготой?
и обязательно, то есть подтверждение о том, что все-таки гражданин Украины. То есть или родился, или IT-карточку. Но сейчас IT-карточку довольно-таки быстро можно сделать. Единственное, на что обращаю внимание, что в IT-карточке должно быть, ну знаете, у нас там нет прописки в IT-карточке. Ну, есть но там выдают отдельную справку. И в этой справке должен быть или прочерк, или указано о том, что Крым. Потому что иногда детей, так можно сказать, обманывают и указывают Херсонская область. Тогда, сами понимаете, так сказать... Ну тогда они уже жители Херсонской области. Да. Да. Насколько тернист этот путь из Крыма, поездка в ВУЗ, сдача экзаменов? Какие препятствия, какие трудности возникают на пути? Основное препятствие – это проезд через административную границу, которая существует. И при переезде необходимо, то есть, обращать внимание. Если ребенку не исполнилось 18 лет, то, естественно, сопровождение родителей. В основном проблемы, которые возникают, это возникают проблемы со стороны, к сожалению, то есть оккупантов, которые не всегда выпускают, которые есть. Но практически после этого других проблем не должно возникать. В случае, если возникают проблемы, звоните. Есть горячая линия Министерства образования, есть наши телефоны, их общественных организаций, которые готовы помочь вам в поступлении и которые будут необходимы. Кроме этого, да. вузы обеспечивают общежитие. Единственное, что необходимо перезвонить, переговорить и узнать, какова ситуация на данный момент. Сколько это по времени может занять нахождение в ВУЗе, сдача экзаменов, поступление, сдача документов по времени? Сколько дней? Ну, один из крымчан сделал это все за 3 дня. 3 дня? 3 дня. То есть вступительные экзамены, которые в школе можно сдать, например, даже за один. И следующий, это уже ВУЗ или ВУЗ. Результаты экзаменов, они сразу же определяются или нужно ждать еще? Первые 2 экзамена вы получаете сразу справку из школы и идете в ВУЗ. И там сдаете вступительный экзамен. И сразу же вы узнаете оценку. У вас суммарное количество. Единственное, что вам необходимо ждать, когда будет общий конкурс. В связи с тем, что конкурс подводится 20 числа. И тогда становится известно, кто зачислен, а кто нет. 20 августа. Сентября. Сентября? Сентября. Да, первое зачисление прошло уже 20 июля. Уже прошло зачисление, уже дети знают, кто поступил на бюджет. Также ряд детей поступили на коммерцию и сейчас ожидают пересмотра для возможности поступления на бюджет. И вступительная кампания для крымчан продолжена до 20 сентября. Это для крымчан? Да. А как разобраться в этой конкурсной системе, даже абитуриенту из Киева? Человек подает документы в ВУЗ, его приглашают, пишут, там какая-то категория допущен на коммерческое, предположим, обучение, его ставят какой-то рейтинг. Значит ли это, что ребенок уже поступил? Или это нужно ждать, пока не будет, не все подадут, и потом как-то по баллам это определяют? Как это делается? Да, это определяется по баллам и публикуются единые списки. Каждый вуз публикует список. Если мы сейчас зайдем на сайт любого из вузов, мы увидим там списки тех, кто рекомендован для вступления на бюджет. И среди этих списков вы можете увидеть вместо фамилий цифры. Это цифры, зашифрованные имена детей из Крыма или оккупированных районов Донбасса или Луганской области, которые вступали по упрощенной системе. Точно так все имена и все фамилии зашифрованы. Никто не узнает фамилию. Но ребенок непосредственно, он же знает свой номер, он знает, куда он поступал, и в этих списках он смотрит и видит, поступил он на бюджет, либо ему рекомендуют на коммерцию, либо какие-то другие, то есть нюансы, которые происходят. Но все крымчане, которые сдавали документы, они практически все поступили, потому что надо было положительно сдать экзамен.
Если уже, вот вы уже назвали 17 во Львов, 10 в Херсон, какой порядок цифр примерный в этом году? Сейчас очень сложно сказать, но мы рассчитываем, что будет не меньше, чем в том году, хотя, знаете, вот немного усилилось давление в Крыму на детей, которые есть, на их родителей. Но это происходит постоянно, особенно в период вступительной кампании. Поэтому, к сожалению, сейчас цифру никто не может вам сказать, даже министерство не может сказать, потому что вот скоро состоится заседание комиссий, которые будут рекомендовать детей, которые вступали на коммерцию, перевести на бюджет, имеется в виду крымчан. Кого-то рекомендуют, кого-то нет. Там буквально рассматривают поименно данные фамилии. Поэтому цифру вам даже Министерство образования сейчас не скажет. А сколько было? Но мы надеемся, в ближайшее время будет пресс-конференция министерства, и мы услышим предварительную информацию. Сколько было в прошлом году? Снова-таки, в том году было около 300 крымчан. Но это крымчане, которые поступали по упрощенной системе. Есть еще крымчане, которые поступали с помощью ЗНО. Например, то есть минуя эту упрощенную систему на обыкновенных условиях. Например, только в этом году в Херсонской области более 100 детей экстернатом получали документы и проходили образование. То есть они поступали через ЗНО. То есть поэтому точную цифру сказать никто не может. С 5 числа на КПВВ и на как неподконтрольных территориях Донбасса, так и оккупированного Крыма вводятся наши ограничения. Что вам о них известно и как они могут отразиться на абитуриентах? Ну, для того, чтобы для абитуриентов, которые есть, им необходимо, естественно, получить вызов из украинского высшего учебного заведения, и тогда у них проход будет по упрощенной системе. Вместе с тем, вот эти ограничения, они, понимаете, вы видите, они меняются буквально каждый день, каждое время, которое происходит. И поэтому мы рассчитываем на то, что на абитуриентах это не отразится, как и было раньше, когда был вызов, и они спокойно проходили КПВВ без ограничений. Но желательно все-таки вакцинироваться и вакцинироваться в Украине. Для этого, то есть пройти эту систему, которая есть. То есть для этого еще и нужно было выехать, чтобы вакцинироваться? Ну, вполне возможно, потому что не знаю, насколько «Спутник-5» будет, ну, можно сказать, достаточно для того, чтобы считаться вакцинированным. В Европе сейчас возникла с этим небольшая проблема. Есть ли какие-то подсчеты, сколько примерно будет стоить вот такой поход за знаниями, с поездками, с пребыванием на материке? Ну, это проезд, оплата проезда, проживания, это зависит от каждого конкретного. Некоторые вузы предоставляют общежитие бесплатно, то есть дети живут бесплатно. Питание и проживание, то есть питание и проезд. А это уже зависит от того, куда вы едете. В Киев или в Херсон, или во Львов. То есть вот проезд. Например, проезд в Киев и назад, это ну, там, несколько тысяч может быть. В зависимости от того, каким транспортом вы едете. Или поездом. Тогда купейный билет стоит около 1000 гривен в одну сторону. Либо автобусом дешевле, а в Херсон еще дешевле, что будет происходить. Ну и питание, как вы будете уже питаться, это будет уже зависеть от вас. Но я думаю, несколько тысяч гривен вполне возможно это будет стоить. Так же, как для и остальных украинских абитуриентов, которые будут ехать и сдавать, например, те же самые экзамены, творческие конкурсы, там, например, в консерватории или еще. Та же самая стоимость практически будет и у них. Какие вузы популярны у крымчан? Ну, я вот уже говорил, очень популярна Львовская политехника, Киевский национальный университет, Киевский университет имени Гетмана. То же самое херсонские очень вузы популярны среди крымчан, Аграрный университет. Также Херсонская мореходка довольно-таки популярны, которые есть. Также сейчас очень сложно сказать, потому что количество вузов, оно увеличилось многократно. То есть 185 вузов готовы принять крымских детей, и поэтому громадное количество. Вместе с тем понятно, что наиболее популярны это Киев,
Львов, Харьков и Херсон. Эти вузы, которые готовы принимать, они предоставляют весь образовательный спектр? Допустим, можно ли там стать медиком или поступить там, не знаю, в институт внутренних дел? Специально есть вузы, которые это предоставляют. Например, Киевский вуз имени Богомольца, медицинский, пожалуйста, вы можете туда поступать. 3 вуза Министерства внутренних дел то же самое готовы принимать. Так же самое консерватории. То есть достаточно зайти на сайт Министерства образования и увидеть вузы, которые есть. Там есть не только вузы, которые относятся к Министерству образования, но также и вузы, которые Министерству культуры, Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел. Естественно, что вузы, которые там Министерство внутренних дел, необходима физическая подготовка, экзамен сдавать. Для поступления в Министерство культуры, естественно, какой-то творческий конкурс, который там необходимо проходить, ну, точно так, как и для остальных украинцев, которые живут не на оккупированной территории. Как эта система новая, когда расширился список вузов, отразилась на тех вузах, которые начально были определены как вузами для переселенцев и сами являются переселенцами? Но для крымских вузов это один вуз, это Крымский Таврический, то есть, Таврический университет, да, который есть. Я думаю, это не сильно отразилось, потому что есть авторитет. Определенный авторитет. И вот у нас есть уже случаи, когда, к сожалению, оккупация длится уже довольно-таки долго, когда в семье несколько детей, и по пути первого ребенка идет второй, третий, знакомый. Поэтому, я думаю, не сильно отразится, вполне возможно, наоборот, даже будет постепенно увеличиваться, потому что появляются даже такие небольшие группы крымчан, которые учатся и живут в каком-то городе, в каком-то университете. Но вместе с тем будем ждать то, что будет происходить, и система, которая есть в Украине. Кроме этого, крымчане получают стипендию. Даже если у них не получается получить стипендию государственную, ну, по оценкам, они получают социальную стипендию, которая у них есть. И также им выплачиваются деньги для жилья, то есть деньги для того, чтобы можно было оплачивать общежитие. Какая это стипендия социальная? Сколько это? Ну, она устанавливается каждый год, сейчас более 1000 гривен, которая есть. И то же самое для оплаты жилья, тоже более 1000 гривен. И еще есть определенный нюанс в зависимости от возраста. До 18 лет, после 18 лет оно и происходит. И все-таки давайте поподробнее поговорим о Таврическом национальном. Как он переживает эти вступительные кампании, как там налажена работа? Есть ли у вас информация об этом? Ну, налаженная работа аналогична, так же, как и всех. Единственная сейчас проблема, которая есть в Таврийском национальном университете, это смена ректора, которая там происходит. Вы, может, знаете, освещали, я думаю, это выборы одного ректора, сейчас отмена другого, поиски иншего. Но вместе с тем на детях это не отразилось. Там есть определенная система, которая существует. Есть определенные свои нюансы, которые есть положительные и отрицательные. Ну, отрицательные, например, о том, что в Таврическом университете требуют российский аттестат для чего-то. Ну, непонятно, хотя они не должны. Они заявляют о том, что аттестат необходим для того, чтобы можно было удостовериться, что ребенок в Крыму, но вместе с тем они не должны так требовать то, что происходило. А так, система такая же, как и есть, и преподавание ведется также со своими нюансами, с плюсами и минусами, которые есть. Я думаю, для Таврийского национального университета необходима отдельная программа, в которой пригласить и ректора, и студентов, и преподавателей. Владимир Казарин с нами будет на связи примерно минут через 10. И мы, конечно же, будем ему тоже задавать эти вопросы. А вот по поводу выборов ректора. Эту кампанию сопровождали определенного рода скандалы. Что там происходит? Можете нам рассказать?
Нет, я не очень в курсе непосредственно той ситуации. Скандал, который происходит после выборов, которые произошли, был выбранный Владимир Казарин. А почему сейчас объявлено новые выборы, я думаю, лучше он вам расскажет со своей точки зрения, которая происходит. Я просто на сейчас не готов комментировать данный вопрос. А ваша организация, она сотрудничает напрямую с вузами? Вам известна общая картина всех проблем, скажем так, сложностей, которые там существуют? Пытаетесь ли вы как-то их решить для того, чтобы упростить вступление, учебу крымчан? Да, мы ведем постоянный, сейчас, если вы зайдете на сайт, вы можете посмотреть, у нас публикуются ежемесячные мониторинги ситуации, которые происходят. Мы проводим определенный анализ, сотрудничаем с многими вузами, но сейчас сложно сотрудничать со всеми вузами, их больше 200 в Украине. Вместе с тем мы объясняем и проводим адвокационные кампании. Например, ситуация с военным билетом, которая есть на сегодняшний день. Даем разъяснение о том, что от крымчан военный билет или приписное свидетельство в комиссиях не могут требовать, так как это не входит в перечень документов, которые есть. Хотя в самих умовах вступу у нас конкретно прописано о том, что при подаче документов абитуриент должен подать паспорт и среди прочих документов военный билет или приписное свидетельство. Вот мы ежегодно теребим министерство. Министерство ежегодно выпускает письмо, в котором разъясняет о том, что военный билет и приписное свидетельство у крымчан требовать не надо. Кроме этого, у нас есть горячая линия на сайте нашего организации находится, то есть номер телефона, по которому можно позвонить, и мы часто сопровождаем детей в случае возникновения каких-либо проблем или недопониманий. Звоним в вузы, разъясняем ситуацию, которая у нас происходит, и предоставляем помощь, которая есть. Кроме этого, аналитика постоянно для того, чтобы понять, какова же ситуация и каковы проблемы есть на сегодняшний день. Какие еще подводные камни, неожиданные сюрпризы могут ожидать абитуриентов? Вот к чему им нужно готовиться? Снова-таки требования дополнительных документов, которые есть. Некоторые приемные комиссии требуют, чтобы ребенок срочно сделал справку ВПО. Для этого нет необходимости, то есть справка ВПО не нужна. Кроме этого, иногда требуют действительно, то есть медицинские какие-то документы. Снова-таки, это тоже нет необходимости брать эти документы. Практически предоставление общежития и ряд других вопросов, которые существуют и которые помогают. Обращаю ваше внимание о том, что как раз образовательные центры Крым-Украина и должны помогать детям, которые поступают, в оформлении тех же документов. Они должны помочь в оформлении и тех же ID-карточки, либо любых других документов, которые есть. То же самое по поводу идентификационного номера. Тоже его иногда требуют, и его дети не обязаны предоставлять. Они могут его предоставить уже потом, когда будут оформляться документы на стипендию. А сейчас необходимо только один документ, который подтверждает о том, что поступающий ребенок – это гражданин Украины, который проживает в Крыму. Волей-неволей, но приходится же конкурировать, с страной-оккупантом. Как в этой борьбе мы выигрываем? На сегодняшний день, я думаю, уже да. Потому что первое, мы тоже проводим анализ того же так называемого монстра, кадафра Крымского федерального университета. Там идет постоянное сокращение количества студентов. То есть их становится все меньше, меньше и меньше. Это во-первых. Во-вторых, даже некоторые российские крупные компании не признают крымских документов. Кроме этого, возникают очень часто вопросы о том, что когда дети пытаются из России выехать куда-то там, даже обучаясь в российских вузах, за границу, им то же самое отказывают, потому что они из Крыма, то есть они пересекли границу по Крымскому мосту, и тогда их считают уже нелегитимными. И поэтому, я думаю, постепенно Украина все-таки
улучшают свои позиции. Ну, я думаю, если мы наладим все-таки хорошо дистанционное образование, которое сейчас все-таки рвется вперед, и поддержку детей. Вот, например, сейчас организованы курсы Министерством реинтеграции для адаптации детей, где дети не только учатся, готовятся к своей жизни, но и также получают стипендию. Там, по-моему, стипендия более 4000 гривен, которые у них есть. И для этого уже прилагаются определенные усилия. Пока единственная ситуация неизвестна по количеству детей, которые обучаются. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору, за достаточно подробную информацию о том, как крымчанам поступать. Олег Охредько, организация Альменда, аналитик организации Альменда был с нами на связи и достаточно подробно рассказал о том, как и что нужно для того, чтобы крымчанам, выпускникам из Крыма поступать в материковые вузы Украины, какие нужно пройти этапы, какие нужно с собой иметь документы, сколько это будет примерно стоить, что ждет абитуриентов в украинских вузах. Это и общежитие, и если это бюджет, то и стипендии. И вот об одном из вузов, которые принимают крымчан, Таврическом национальном университете мы будем говорить сейчас в нашем эфире. С нами на связи будет ректор этого университета Владимир Казарин. Это ректор вуза-переселенца. Несколько лет назад, в 2016 году, Владимир Казарин тоже был вынужден уехать из оккупированного Крыма. И здесь, уже в Киеве, он оббивал десятки кабинетов для того, чтобы достучаться до украинских чиновников, для того, чтобы объяснить им, что нужен вуз крымский, для того, что очень важно для Украины возобновить работу Таврического национального университета со славной историей и авторитетного вуза, и это ему удалось, и он уже возглавляет вуз несколько лет, и вот он с нами уже на связи. Я вас приветствую, Владимир Павлович. Да, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Владимир Павлович, как вы встречаете, как вошли в этот процесс вступительной кампании? Какие у вас результаты? У нас были определенные волнения по этому поводу, потому что в прошлом году у нас было рекордное количество поданных заявлений, 6400 в университет, и мы рассчитывали на хороший результат, и он, в принципе, был, но нас тогда подвела Верховная Рада и Министерство, потому что нас тогда за нашей спиной лишили фиксированного набора, который распространяется на все университеты с оккупированных территорий. Почему-то вот Крым был таким странным образом, как сказали, ошибка произошла, наказан. И мы беспокоились, как это отразится на вступительной кампании этого года. В этом году мы новый рекорд установили. Мы за 7 тысяч уже перешли заявлений. Напоминаю, в том году было 6400. И на данный момент уже вот где-то около, по итогам, может быть, половины вступительной кампании, где-то уже около 400 студентов зачислены в университет, и это продолжается каждый день снова и снова. Напомню, что у нас вступительная кампания длится до начала жовтня. 7 тысяч заявлений, и это, возможно, вероятное количество ваших студентов, правильно я понимаю? Нет. Дело в том, что мы живем действительно в свободной стране, у которой и законы отвечают демократическому подходу. В принципе, каждый абитуриент может подать заявление в 5 университетов. И поэтому каждый из этих, которые к нам подали, они еще в 4 других вуза подали свои документы. И вопрос стоит в том, что потом по окончании всей процедуры, какой университет они выберут. Если дети сразу к нам приходят с документами, с аттестатами и так далее, сдают, считая нас главным университетом, понятно, что они наши будущие студенты. А некоторые потом по окончанию принимают решение и, например, приходят к нам, помимо того, что они сделали нам заявление, оставили, они еще приносят документы и становятся студентами. То есть тут определенная лотерея вступительной кампании.
Ну, вот для того, чтобы понимать в цифрах, сколько ваш вуз может принять студентов вот в этом году? В этом году мы были бы готовы принять где-то более 1000 студентов, потому что мы приблизились к определенному пику набора в плане мест в общежитиях. То, что нам выдано было 6 лет назад правительством Гройсмана, эти общежития, которые там были переданы в том числе. Кроме того, мы заключили соглашение с Национальной академией наук Украины. Мы с ними большие друзья, потому что их учредил Владимир Иванович Вернадский и был их президентом, и нас учредил Владимир Иванович Вернадский и был нашим ректором. Поэтому у нас очень хорошие, теплые отношения. Так вот сейчас мы, в принципе, выбрали почти полностью места у себя в университете, в наших общежитиях и в Академии наук. И в этом смысле, если, например, набор будет больше, чем мы ожидаем, у нас встанет немножко в повестку дня проблема, чтобы мы смогли поселить всех поступающих. А на какое количество крымчан из этой 1000 вы рассчитываете? Есть какая-то фиксированная цифра или хоть вся 1000 крымчан может быть? Вы знаете, для крымчан это может быть и вся 1000, и все 2000, и 3, и больше. Это я говорю совершенно ответственно и серьезно. Потому что для детей с оккупированных территорий существует как бы отдельная возможность получения бюджетных мест. И каждый год, все вот эти позади нас оставшиеся 6 лет, мы не выбираем эту сумму. И больше всех, как правило, Таврический университет берет, еще некоторые другие, есть университеты, которые там 10 человек, 12 человек и так далее. Мы не выбираем ту квоту, которая у нас есть. И поэтому вот когда заканчивается первый этап вступительной кампании и бюджетный набор уже как бы закрывается, всем крымчанам и донецким, которые к нам приходят, мы говорим: пишите сейчас заявление на контракт, одновременно мы вас зачисляем и сразу направляем письмо в министерство, что еще один ребенок поступил с оккупированной территории. Просим дать ему додатковое бюджетное месяце. И нам оно всегда выдается. А почему квота не выбирается? Потому что, я думаю, мы недостаточно по линии государства работаем над тем, чтобы детей с оккупированных территорий собрать как можно большем количестве. Во-первых, если стипендия составляет 1200, 1400, 1500 гривен в месяц, а проживание в общежитии требует заплатить 700 гривен, 750 гривен, 800 гривен, вы понимаете, путем несложных подсчетов, что остается ребенку на проживание, на питание, на то, чтобы там билеты в транспорте оплачивать, и, например, девушку в кино пригласить, с которой он хочет гулять вечером. В этом смысле, ведь дети с оккупированных территорий, они не могут, как дети, которые проживают на свободной территории, на уикенд сесть, например, на Интерсити и поехать в Полтаву, там мама его за 5 субботу-воскресенье подкормит, она ему там что-то еще там по бытовой линии поможет. И назад он едет с 2 сумками, которые будут заполнены там всякими соленьями, вареньями, чем-то еще. Крымский и донецкий ребенок не может позволить себе поехать к себе в Крым или на Донбасс по той простой причине, что на обратном пути неизвестно, его пропустят или нет, какое настроение будет у пограничников. А во-вторых, его с сумками все равно не пропустят, потому что провоз там продуктов в каких-то количествах запрещен. В этом смысле уже он в неравном положении находится относительно других детей. Кроме того, я думаю, что мы должны были бы в большей мере учитывать, что у родителей там, на оккупированных территориях, возможность получения работы очень ограничена. И, наверное, должна была бы быть государственная программа, давать возможность детям с оккупированных территорий какого-то гарантированного трудоустройства на период учебы. Мы это делаем в университете. Все кафешки рядом с нашим университетом нас знают, и мы посылаем детей туда на неполный рабочий день. Целый ряд предприятий, которые вокруг нас, они хотят. Часть детей имеет на неполный рабочий день. Их это устраивает. Отучились до обеда, отдохнули, вечером пошли немножко подработали. Но я думаю, что это должно быть вынесено на какой-то более серьезный уровень, потому что эти дети, как пафосно звучит, это завтрашние нашей страны. Надо, чтобы страна чуть-чуть больше о них думала.
Но это речь о поддержке уже здесь. А достаточно ли внятно, доступна кампания по привлечению абитуриентов из Крыма? Ну, во-первых, мы ее проводим уже, слава богу, эту кампанию 7 лет. За это время все телеканалы, которые работают на Крым, включая ваш замечательный и уважаемый нами, постоянно об этом говорят накануне вступительной кампании. И даже когда она проходит в течение года, мы 2-3 раза к этому возвращаемся и говорим. Об этом говорят другие телеканалы, там и тот же Дом, и Крым Реалии, и так далее, и так далее. Об этом говорят FM-радиостанции, которые вещают туда, на оккупированную территорию. Ну, можно, конечно, сказать о том, что можно было бы передачу сигнала со стороны Украины наладить более эффективно и основательно. Но по разным причинам не до конца эта проблема до сих пор решена. И, наконец, мы одно время направляли туда полиграфически изготовленные наши рекламные материалы, но оказалось, что это небезопасно. Некоторые дети, которые их раздавали, они потом, испытали, мягко скажем, на себе определенное давление властей оккупационных. Я удивляюсь, например, что все наши попытки на всех, например, переходных пунктах поставить социальные бигборды с рекламой поступления по программе Крым-Украина, ну а там, соответственно, Донбасс, Украина на Донбассе, в итоге ни к чему не привели. Причин было множество, например, на Херсонщине, в Херсонской области, местные вузы, так скажем, очень ревниво к этому отнеслись. Они сказали, здесь будет пропагандироваться деятельность только херсонских университетов. А вы как бы транзитом через нас проезжаете туда, в Киев, и мы с этим не согласны. Все попытки, в том числе Мининформа или Минтота, добиться, чтобы такие бигборды были нам выделены, как социальные бигборды, они ни к чему не привели. Ни к чему не привели. Я тоже не понимаю, неужели это такая большая проблема, чтобы социальная реклама, социальная информация для этих детей не была организована. В конце концов, сам переходный пункт мог бы иметь большие плакаты, где мы могли бы размещать изготовленные нами постеры. Но 7 лет прошло, ничего, к кому только не обращались. А жесткая сейчас межвузовская конкуренция вот в связи с тем, что расширился перечень до более чем 200 вузов, куда можно поступать? По этой линии именно это вряд ли является причиной, потому что только такие вузы, как мы, с оккупированных территорий, донбасские, и мы ведем вступительную кампанию, начиная с 9 июня, и практически ее ведем до 9 октября. То есть мы, представляете, держим вступительную кампанию наших преподавателей, все вот эти, июнь, июль, август, сентябрь, все, даже 4 с небольшим месяца. Другие вузы, они укладываются в рамки вступительной кампании, потом закрывают и расходятся. И поэтому к нам может ребенок с оккупированной территории и, в августе приехать, и в сентябре приехать, и в начале октября приехать, и мы его примем, и его ждут, сидят люди. Другие, они должны в отпуск отправить преподавателей, они как бы не соглашаются на такие условия работы. Но дело даже, наверное, и не только в этом. Дело в том, что сегодня, что немножко разъединяет все вузы, в целом уменьшается количество желающих вступать в вузы. Во-первых, большое количество уезжает за рубеж, они выпадают из этих программ. Значительное количество, находясь на Украине, могут поступать и учиться дистанционно в европейских университетах. Это разрешено, это широко распространено, и ты в результате получаешь европейский диплом, который не нуждается в нострификации, как украинский в ряде случаев. Но, кроме того, все равно количество поступающих уменьшается. Я думаю, что нам давным-давно нужно отменить систему ЗНО. Потому что когда вступительная кампания представляла бурно текущую реку, было 15 человек на место, 18 человек на место, 20 человек на место. Тогда, конечно же, так или иначе просыпалась коррупция, каждый хочет, чтобы его ребенок поступил, и включались всякие механизмы. Но сегодня это некогда полноводная река уже превратилась в такой
скромно текущий ручей, потому что разбирают и европейские страны, и другие вузы разбирают, а некоторые, отчаявшись пару раз попробовав, махнули рукой, получают обыкновенную рабочую профессию и считают, что они обойдутся без высшего образования, а им еще и говорят, что не надо, чтобы все были с высшим образованием. Не надо, не надо, не надо. Это, так сказать, стране не поможет. Это абсолютно ложная мысль. В результате количество претендующих на высшее образование уменьшается, а это ведет к чему? Мы начинаем говорить о том, что у нас слишком много университетов, что тоже абсолютная неправда. И вот пример недавний, только недавний, Харькова, где 4 аграрных университета разного профиля, разного направления были слиты в один университет, им только приказом. Он говорит, как далеко заходит кризис. А я не очень понял, как отмена ЗНО может эту реку наполнить, сделать ее полноводной. Все наши абитуриенты поступают, например, в польские вузы не только без экзаменов. Поляки берут выпускников наших школ. Не только без экзаменов. Они берут их просто по собеседованию. Они очень удовлетворены украинскими виноватыми, ну и крымскими в том числе, украинскими выпускниками. И они их просто-напросто на корню забирают, приезжай туда, и ты будешь зачислен. У наших выпускников хорошая репутация в европейских вузах. Но только для родной страны и оценки не удовлетворяют, и балл не удовлетворяет, и еще что-то. И в итоге мы, при том, что у нас определенные недоборы, мы еще часть людей автоматически вычеркиваем из числа тех, которые могли бы претендовать на поступление. Они не сдали ЗНО. Ну, ведь все равно же нужно будет сдавать экзамены в ваш вуз. То есть все равно же подтверждать нужно будет свои знания. Во все вузы надо будет сдавать экзамены. Ради бога, их не сдают. Ну, так если там не сдали ЗНО, где гарантия, что они в ВУЗе сдадут? То есть это же зависит от мы несколько раз с моими коллегами вот по итогам ЗНО брали вот эти вот тесты и садились и заполняли каждый по профилю свой тест. Я хочу сказать, что у нас, так скажем, бывало до 50% участвующих тоже не могли заполнить эти тесты по ЗНО. Довольно много материала есть в интернете, которые показывают совершенно нелепые вопросы, которые там, например, задаются. Например, иногда спрашивают, какой-то размещен храм церковный, и говорится, в каком городе размещен этот храм и как он называется. Мы не забыли, что приблизительно до 40% нашего населения это атеисты. И они, в принципе, этой проблематикой могут не интересоваться. Так что, если он не узнает этот храм, автоматически его балл снизится. Но это же говорит о том, что нужно просто менять качество экзаменов на ЗНО. Не отменять ЗНО, потому что отмена ЗНО даже при неполноводной реке, как вы говорите, все равно приведет к коррупции в вузах. Почему? Если мы не добираем. Это, знаете, как у нас шутят в нашей среде, это мы скорее готовы заплатить родителям и абитуриентам, чтобы они поступили именно к нам. Так вы можете инициировать такое нововведение, собственно. К вам пойдут больше. Если у нас недоборы, где почва для коррупции? Хорошо, мы можем долго об этом спорить, про ЗНО, потому что, я не знаю, наверное, все-таки есть вузы с большим рейтингом, вернее, большим конкурсом на место, где все, как ни крути. Что касается рейтинга, я могу сказать, что последний рейтинг киевских вузов, Таврический университет стоит на 7-м месте. Вот я к этому, 43 или 44. Я к этому и хочу подвести. Расскажите, собственно, зачем абитуриентам ехать к вам? Что вы можете им предложить? Во-первых, если это касается детей с оккупированных территорий, потому что мы работаем по программам осветних центров Крым, Украина, Донбасс, Украина. И эти особые программы поступления для них, потому что в школах, в которых они учатся, им не преподают украинский язык, украинскую историю, украинознавство. Эта система специально для них разработана, и наши вузы по этой системе работают. Во-вторых, потому что они идут в университет, который их понимает, который сам из Крыма, и преподаватели из Крыма, и университет, в котором когда-то для этих абитуриентов у многих папы и мамы, бабушки и дедушки учились, он тоже создает такое родное гнездо. Это 2. Третье, потому что
мы предлагаем им уже в нашем университете получить не один диплом, а 2 диплома и целый ряд сертификатов к этим дипломам. Раз. Мы предлагаем им в университете, обучаясь у нас, одновременно подумать, если ты хочешь, мы подберем тебе университет в Турции, и ты будешь параллельно с нашим вузом дистанционно, или, например, семестр здесь, семестр там, будешь учиться еще в турецком вузе, получишь еще турецкий диплом. Или хочешь европейский, польский, болгарский, литовский, какой-нибудь другой. Хочешь западноевропейский, немецкий, французский там, и так далее. Хочешь на восток. У нас отношения с университетами Кавказа, например, с Баку сейчас интенсивно работаем, ты получишь азербайджанский диплом. Хочешь, Назарбаев университет тебя ждет, каждый год там стипендии они присылают, потому что они помнят, что они когда-то братьев крымских татар принимали после депортации, в основном Узбекистан, но в том числе Казахстан многих принял и спас от смерти. Хочешь, в Китай мы тебя направим. У Китая постоянные стипендии для тех, кто хочет обучаться в университетах Китая, стипендии шелкового пути и многое другое. То есть наш университет поможет тебе реализоваться в любом направлении, север, юг, восток, запад, и поможет тебе получить еще образовательные активы, которые помогут тебе найти свое место в этом мире. Ну и, наконец, потому что Украина — это свобода, она тоже сложный, иногда горький хлеб. Свобода позволяет, например, всякому человеку с улицы на тебя напасть, обвинять бог знает в чем. У него есть право свободы говорить неправду. Ты будешь защищаться. То есть это не какое-то существование, не требующее напрягаться от тебя. Ты будешь напрягаться, но ты будешь свободен. И со своим паспортом украинским, и как студент, ты можешь отправиться в эти 125-130 стран, в том числе будешь учиться в США и в Латинской Америке, и в Австралии, как хочешь. Я помню, у вас была инициатива расширить, скажем так, перечень ваших услуг и не ограничиваться одними гуманитарными, создать какой-то институт, где можно было бы получать медицинское образование, возможно, сельскохозяйственное, поправьте меня, если я где-то ошибаюсь. Да. Что с этими идеями? Полностью практически реализована идея создания внутри университета, чего у нас никогда не было, политехнического института. Он уже есть. И причем в 2 ступени. Это колледж міського господарства, где самые разные профессии можно получить. И в итоге туда можно поступить после 9 класса. И через 2 года твои сверстники закончат только школу в Крыму с получением аттестата с двуглавым орлом. А ты закончишь свою специальность в колледже, получишь украинский аттестат раз, получишь диплом младшего бакалавра или бакалавра 2, и можешь сразу идти на 2-й, на 3-й курс, в зависимости от специальности, в университет. Эти специальности политехнические все, инженерные, какие хочешь, ты их получишь. И IT, и автоматизация, и Крымэнерго, Киевводоканал, и пошло. Это сделано. Что касается медицины, часть специальностей мы восстановили. Это и физиотерапия, и связанные с психиатрией, связанные с детьми, у которых есть определенные ограничения. Мы занимаемся в том числе социализацией этих детей. Мы их принимаем на учебу, делаем все, чтобы они могли по окончанию университета стать членами общества, которым ничто не будет доставлять неудобств, так мягко выразить. Это 2. Что касается аграрного направления, то оно у нас есть уже целый ряд природоведческих дисциплин, которые мы готовим, но тоже довольно большая работа, потому что иногда приходится испытывать противодействие, мы его преодолеем. Вот то, что мы достигли, мы сделаем мы и на этой почве тоже. И целый ряд других. Мы расширяем наши специальности. В этом году большой набор на испанский язык. Очень много подано заявлений. Мы впервые набираем с этого года. Раньше это был 2-й язык для студентов внутри университета. Это было очень популярно. Теперь это уже как специальность. Мы, и целый ряд других. Очень хорошо консерватория поднимается. Там много студентов. Мне даже приятно, что 3 студента перевелись в нашу консерваторию из Московской консерватории. Но они украинцы, которые стали возвращаться на родину. Они пошли не в консерваторию Чайковского, а в нашу консерваторию имени Прокофьева при Таврическом университете.
Благодарю вас за исчерпывающие ответы. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета, был с нами на связи. Время в эфире мое подошло к концу. Этот час заканчивается. Смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на наш Patreon и не пропускайте наши эфиры. Буквально через 5 минут в этой студии для вас будет работать Гульсум Халилова. Спасибо, что были с нами.